Всем привет, ребят! Очередной поход у нас получается. Идем за грибами с разведкой. На улице ветрено, пасмурно. Сегодня 8 августа. Иду от села недалеко. Вот опушка леса. И это бесконечная тайга там идет. Взял с собой сегодня собак. Сейчас 7 часов 15 минут где-то время. И наглядный пример. Вот копна такая. Если я рядом стану, вот смотрите, я 1,90 м ростом. Это получается где-то метр, наверное, высотой. Это трава, такой мешок травы. Ну, заготавливают колхоз. Заготавливает сено. Запомнили, где-то метр. И не просто так я говорю. Вон там окраина села. Село вот так идет. Тягуном вон до туда. Прям вот если взять, вот такой полукруг делает. И там хоздвор. Вон собаки далеко уже. И там хоздвор, ребята. И на этот хоздвор, возле хоздвору приходит медведь. И уже снимали его на телефон даже. И он такой мощный, крупный, один, без детенышей. Видно, самец. И говорит, возле таких белых штучек он сел. Сидит, говорит, и с ростом этот две копны так поставишь, и рост такой огромный, большой. Это как я на охоте видел медведя крупного, примерно тоже такого размера он видно. Хорошо было бы, если с места охоты он сюда перешел. Ягоды нету в лесу, вот и медведи подтягиваются к селу. Много раз уже видели. И мы уже, но это же один раз видели, когда ехали. Все возле села. Звери. Ну вот. И мы уже возле опушки. Слышите, какой гул идет? Сегодня такой ветер. Мощный. Не знаю, как со звуком было, когда на поле разговаривал, комментировал. Ну, примерно такой вид. Это окраина села тут. И так вот. Идет тягуном. Где-то 1,5 километра, наверное. Тягун. Дофига. Айда купается. Ладно. Включусь, как найду первый гриб. Здесь у меня ходьба по сырому месту. Маршрут не знаю, какой будет. Например, на часа 2, пока дождя нету. Прогуляюсь. Вот так вот. Тулан кого-то залаял. Трусишка возле меня. Сейчас сходим, глянем. Вот тропинка по пути еще. Сейчас глянем. Кого там лаешь? Короче, минут 5 там
Уже вверх смотрю, прыжка ничего не было. Затаился зверек, видно. Тулан, в принципе, ну вот эти деревья смотрит. И Айда там тоже юхтит. Но Айда еще ничего не лаял. Для интереса хоть увидеть, кого там лает. Конечно, не хочется, чтобы по белкам работал. Поганки только грибов пока нету. Вот так. Нюхтят. И тулан там тоже. Ну, видно по этим деревьям, как-то он, зверек, поднялся. Тулан. Молодец. Голос дает, это хорошо. Значит, кто-то в лесу есть. Ну да, видно. Явно тут кто-то поднялся. Он как не ухтит. Голос такой звонкий у него. Ну не знаю, ребят, где он. Не будем задерживаться, наверное, пойдем дальше мы. Тулан молодец, облаял кого-то. Пошли, Тула. Пойдем дальше. Грибов пока не нашли. Так, вот такая тропинка. Надоело идти по лесу. Пусто все. Кругом пусто. Айда приближала. Тулан я не знаю где. Он большие круги бегает. Туда-сюда. Мало, редко я его вижу на обзоре. Первоначально так тоже путался возле меня, а потом все. Не видишь его. Все время где-то он бродит. Самостоятельно. Идем пока пустые. Ничего нету. Осень, действительно. Лето. Сейчас август месяц, лето. Но как осень. И, ребят, я не мазался, ничего. Где-то есть комары? 1-2 штуки только. 2, наверное, я убил. И так, жужжание так, еле-еле слышно. Ни мошкары, ни комаров, ни кого. Так, это что там, поганка или что? Обманулся, наверное, Олег. Это, наверное, поганка. И в очках сегодня на этот раз, да, поганка. Может, как-то тоже можно съесть его, приготовить. Ну, без вкуса, без запаха. Интересный такой поганец. Я думал, красноголовый, а нет, там поганка. Следов нету ничьих, там ягодники чуть раньше бродили, видно. А сейчас вот никого не было. Кто пойдет в лес? Видно, что ничего, нечего тут собрать. Ягод нету. Этих нету. Грибов нету. Дичь. Сколько уже мы 3-й раз, наверное, в лесу бродим. Где я хожу сейчас, всегда я встречаю выводки рябчиков. Но ни одного взлета, ребята. Даже прошлогодних боровых птиц нету. Одиночки, чтобы самец где-то вылетел. Куда Тулан ушел, интересно? Ну, мужик, на. Сейчас в комментариях четко меня подъебнули насчет собак. Почему, говорит, 2 собаки, не 3 собаки, или я не помню, что-то в этом роде. И
Мышей ловят, нет там. Мышей ловят и зверей лают мои собаки. Вот по такой тайге идешь, когда лес голый, пустой, нету птиц, зверей. Ай да. Ни одна хорошая лайка ничего не залает. Вот так. Вот медведь. Это уже видно, он свежий. Свежий тут явно недавно вон тулан лежит. Вон туланчик. Молодец, тулан, молодец. Бродяга, валыда любишь, да? Давай, лак, валыда будешь. Давай. Вот, молодец, тулан. Молодец. Где был ты, а? Волчара, где был? А? Где был? На, вон кашман. Вон начал. И дальше побежал. Ну, медведь явно недавно здесь был. Ну вот, прилип, я же говорил. Я же рассказывал в начале фильма, что возле хоздвора там прилип один медведь. Крупный, большой. Может, он здесь и прошел. Да и не только он один тут. С детенышем тоже в сторону Алексеевска видели. Не хочется встречаться с ними, пусть бродят сами. Мы своей тропинкой идем, и они, эти медведи, пусть своей тропинкой идут стороной. Нам он не нужен. Это на охоте, если на руках лицензия есть. Можно еще попытаться кто кого. А я без ружья, без ничего, вон. Только один нож где-то. А после испуга ты про нож-то все равно забудешь. То в интернете там комментарии пишут, какие они смелые. Охотятся там в комментариях. А наяву страшно, ребят. Лично мне страшно. Я еще его не добывал. Поэтому так я говорю про него. Но Леха промысловик всегда настраивает меня, что не надо бояться. Привет, Леха, если смотришь. Надо бояться. Ну, поживем и увидим. А развелось у нас этих медведей в Коми республике. Ого-го. Вот такая айда у нас поросенок. А, иди. Тулан работает, а ты возле меня. Ну, это место охраны. Место охраны. Знак-то подаст, если где опасность. Ладно, ищем дальше. Ищем дальше, там тоже поганка. Ну, красноголовый. Ни одного красноголовика. Ни одного. Лес сырой. Лес в этом году сырой, вон. Все тропинки сырые. Я даже не представляю, как я по своим путикам буду ходить. Там дальние путики у меня в стороне. По болоту надо ходить. Я не знаю. Да стоит, не стоит там охотиться в этом году. Пока тишина в лесу. Вот такой яголь. Ну тут тоже мы один раз проходили. Если здесь продняться где-то 8 километров по этой тропинке, по этой дороге, там дорога, там будет болото, где гусей долбят. 8 километров надо прошагать, и там тоже сыро. Раньше я охотился там с ружьем, а сейчас я перестал туда ходить. Туда за ягодами 8 километров за клюквой ходят люди. Самые вот грибные места обхожу. И тишина. Тишина. На другом берегу тоже, в принципе, там ягодевые места, но немножко, говорит, грибы выходят, но мало. Очень мало их там. Когда-то, ребята, я с этих мест начинал свою охоту также.
Первые ловушки ставил в этих местах самостоятельно. Дед у меня выезжал на избу охотиться, а я после школы, после уроков сюда бежал после уроков и ставил ловушки. Мало, конечно, да и проволок и таких для ловушек не было. Там пацаны еще были, но интерес у меня уже был с малых лет охотиться. Ставили на рябчиков ловушки. Честно скажу, что никого я не поймал. Ну, опыта не было никакого. Хотя дичь был, но никого не поймал на эти ловушки, петли. Вот так. О, тулан уже оттуда идет, с болота. Только остается на болото выйти, посмотреть, как там клюква есть или нету. И болото тоже в воде гниет все. Ягоды гниют, что есть. От избытка воды дождевой. Осадки не прекращаются. Сибирь горит, Якутия горит. А мы тонем в воде. Первый раз такое в жизни. Чтобы все лето до осени каждый день шли дожди. Далеко заходить не буду. Не хочется бродить по сырому месту. Вот смотрите как. Тяжело бродить. Ну, ягоды есть, но они вообще не спелые еще. Белые. Так много их. Может зависеть от болота, такое место. Ягоды мало. Кто контракты заключил, кто принимает ягоды на большую работу, на большой объем ягод для сдачи, нифига в этом году у них не получится. Вот смотрите, какая мелочь. Ну, есть. Но не созрето еще. Рано, это в сентябре, мы начинаем в конце сентября собирать. Очень-очень мелкие ягоды вон. Надеюсь, видно. Вот такие ягоды. Ладно, идем дальше. Пока грибов нету. Идем без грибов. Ну, прогулка. Собаки вдоволь нагуляются, и то ладно. Так природу поснимаю. Обратно в тайгу зайду. Сегодня без солнца. И иду чисто по знакомым местам. Даже навигатор не взял. Солнца нету. Так что запросто можно заблудиться. Очень быстро. Ох, это обманчивая тайга тут у нас. Ни один человек уже терялся в этой тайге. Ранее говорил про охотника, который потерялся. Его еще не нашли. Вода очень большая, уровень воды. Только рюкзак и лодку нашли у него. Пока ищут. Да и искать толком не могут из-за большой воды. Но он явно, наверное, где-то в речке утонул. Другого варианта нету. Если по берегу, наверное, по берегу тоже искали там. Не знаю, что с ним случилось. Ну и бывалый охотник, и оказывается, он тоже уже в возрасте 72 года или сколько там говорили. Но на вид крепкий мужик он.
Не знаю, получится нет найти его. Родственники. Там МЧС приезжал. Ну, в общем, будут новости, расскажу. Очередной муравейник разбитый. Так. Ну, тоже не так давно ковырялся тут медведь. Бродит медвежонок-то. Медвежонок ли, крупный или кто там. Жду собак, ребят. Ни одна, ни второй. Я не знаю, где они, куда ушли. Надеюсь, придут. Звать пока не буду. Ветра сегодня. Ветер. Ветер хорошо, если ты охотник на лося. Очень даже хорошо. Когда дует ветер. Сильный ветер. Лес гудит. Тайга гудит. Че они не идут-то, интересно? Шатается тайга сегодня. Шатается. «20 минут уже собак не видать. Куда они пошли на? Ни лая, ничего нету. Разбитый муравейник. Уже начал свистеть. Я уже иду, думаю, не по курсу-то есть, не по курсу. Или нет? Нет, все нормально, нашел свою тропинку. Вон она. Да. Я думал, уже не в ту сторону пошел. Собак не видать. Куда они пошли-то? Понимаю, тулан бродит где-то. А это где? Возвращаться неохота. Ветрище. Хорошечно. Разгонит пусть тучи. Задолбала этот дождь уже. Ладно, подожду еще.